Главное событие в нашей республике на этой неделе – обсуждение поправок в Конституцию России в парламенте Татарстана. И тут я хочу вам напомнить крылатое выражение, которое приписывается железному канцлеру Пруссии Отто Бисмарку, который сказал: «Политика есть искусство возможного». Смысл выражения понятен. Политика, если, конечно, это эффективная политика, имеет дело только с реальностью, с достижимыми целями. А все то, что лежит за гранью возможного и реального, это не политика. Это в лучшем случае благие пожелания. Конечно, при обсуждении новой редакции статей Российской Конституции в Государственном Совете было много различных мнений. Очень верно и эмоционально вопросы сохранения федерализма, равноправия народов России, статуса государственных языков в своих выступлениях поставили депутаты Ракаиль Зайдулла и Рамиль Тухватуллин. Но главным на этой сессии стало выступление государственного советника Татарстана Минтимира Шаймиева, который очень точно и верно обозначил вектор развития реальной российской политики и место Татарстана в этой непростой ситуации. И вот что он сказал. Да, Конституция была принята в сложный переходной период после распада СССР. Но я хочу сказать, мы должны быть объективными. Она стала одним из решающих факторов начала стабилизации политической, социальной, экономической ситуации в бурлящей стране. Мы, Республика Татарстан, которая имеет определенный во все времена вес политическое пространство. Татарстан играл и играет и будет играть огромную роль во всех сферах, как политической, общественной, социально-экономическом развитии нашей страны. Давайте не будем забывать, и это прозвучало в выступлении Минтимира Шариповича, что и декларации о государственном суверенитете, и договор Татарстана с федеральным центром, и огромное количество программ, реализованных в республике, которые кардинально изменили нашу жизнь, это сегодня доказательство правильно выбранного пути федеративного развития нашей страны и дееспособности Российской Конституции 1993 года. Конституция выдержала действующие, считаю. Почему? Потому что мы сейчас страна вносит поправки по предложению Владимира Владимировича Путина. Она выдержала испытание временем. Внося и в целом поддерживая эти предложения, эти поправки, безусловно, мы должны думать, как лучше, чтобы эти поправки работали. С учетом многонациональности, многоконфессиональности Российской Федерации. От этого я согласен, рядом выступающих нельзя уходить, и это наш образ жизни на все времена. Минтимир Шарипович, конечно, с болью говорил о сохранении родных языков, развитие которых, кстати, гарантируется 68-й статьей обновленной Российской Конституции. Он призвал парламент подготовиться к предметному разговору с федеральным центром. Минтимир Шаймиев также подверг критике профильные российские ведомства и подчеркнул, что иной раз создается мнение, что некоторыми федеральными органами вразрез с поручениями президента России чуть ли не умышленно создаются препятствия, чтобы затягивать вопросы, связанные с развитием национальных языков. Это касается и образовательных стандартов, издания учебников, подготовки кадров и статуса учителей. И главное, государственный советник Татарстана предложил создать постоянно действующую комиссию по сохранению родного языка. Давайте создадим авторитетную, постоянно действующую комиссию по проблемам образования, сохранения родного языка, обучения и сохранения родного языка. Я думаю, что, Рустам Иванович, вы это поддержите. Вы должны быть маяком в этом деле. Маяком не ради того, чтобы нам отличиться, а ради того, чтобы иметь те интеллектуальные силы, которые мы имеем, интеллектуальные силы, его использовать. Мы же прекрасными были, после революции 17 года, просветительский ликбез, когда надо было организовать. Поизучайте историю, получите. Та работа, та роль, татар. В данном случае не побоюсь. Почему? Потому что больше всего сделали мы, тогда исполняли ликвидацию безграмотности. Значит, мало говорим об этом. До сих пор продолжатели, я вам должен сказать, культура
широком смысле слова. Действительно, давайте не будем забывать и громко говорить об этом. Татарские учителя, ученые, богословы во все времена были просветителями многих народов России и ближнего зарубежья. И эту связь времен нельзя терять. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.